Заработная плата медицинских работников не рассматривается вот уже 10 лет. По словам Айгуль Баилиевой, председателя Центрального комитета профсоюза работников здравоохранения, повышение зарплаты было в 2011 году и предупредили, что до 2016 года повышения больше не будет. Этот вопрос не рассматривается до сегодняшнего дня. Что касается базового начального оклада медицинского работника, то он должен начинаться со средней заработной платы по республике. На сегодняшний день средняя заработная плата по республике составляет 17 тысяч. А у наших медицинских работников, она у тех, которые уже с высокогорным стажем, там, совместительство, там вот КТУ, это все средние статистические данные идут 10 700 сомов. Всего лишь навсего. А это не берется в учет, например, молодой врач, у которого всего-навсего при поступлении на работу у него оклад всего 5000 сомов, и от которых производится удержание, и, соответственно, он на руки получает 4200 сомов всего-навсего. Это получается его заработная плата даже ниже, чем у уборщика служебных помещений. Бактыгуль Багышбекова уже давно работает в сфере медицины. Стаж работы 17 лет. Она по своей специальности лечебник-клиницист. По словам Бактыгуль, на данное время, особенно после пандемии коронавирусной инфекции, надо поддерживать врачей. Как вы знаете, что у нас оклад 5000 сом, у медсестер 4500, у санитара 3500. Поэтому хотелось бы, чтобы на нас внимание обращали, чтобы побольше уделяли внимание. Медицинские работники несколько раз обращались в министерство по поводу повышения заработной платы. Со своей стороны министерство также предприняло несколько нормативных актов, направило свои предложения Министерству финансов. И в настоящее время Министерство финансов рассматривает предложения. Это же все будет зависеть от доходов и пополнения бюджета же. И вот то, что я сказал, сейчас Минфин рассматривает, из каких доходов, каким образом именно и как повысить заработную плату. Медикам Нарынской области также не хватает заработной платы, так как много денег уходит на электроэнергию, из-за постоянных холодов надо брать уголь. По словам Асыранкула Молдокадырова, председателя профсоюза работников здравоохранения Нарынской области, если так будет продолжаться дальше, то в Нарынской области может и не остаться врачей. У нас не хватает врачей в праздники. В выходные же вызовы есть у врачей. Есть пара специалистов, но они работают, идут на вызовы. Вот за это им платят в конце месяца всего лишь 40-50 сомов. Сами подумайте. Ночью приходит, делает операцию. Иногда едут до районов. Сейчас не могут решить проблему с заработной платой медиков. Напомню, что на сегодняшний день в Кыргызстане минимальная заработная плата врачей с высшим образованием составляет 5000 сомов. Те работники, у кого имеется стаж более 30 лет, получают 13 тысяч сомов. С началом эпидемии коронавирусной инфекции в Кыргызстане вопрос о повышении заработной платы медицинским работникам до сих пор актуальна. Айджан Аманова, Улугбек Сулайманов, Нью ТВ.